Минувшую пятницу 95-летний юбилей отметил житель нашего города, ветеран Великой Отечественной войны Леонид Иванович Тулубенский. Поздравления от президента России Владимира Путина передала фронтовику заместитель руководителя администрации района Наталья Кирсанова. Желает вам самое главное – бодрости духа, что у вас не отнять, и заботы близких. Это тоже у вас есть. Спасибо. Уроженец Архангельской области Леонид Иванович в Сосногорске живет больше 60 лет. Вся его трудовая деятельность была тесно связана с железной дорогой. Леонид Иванович, поздравляем вас с юбилеем. Конечно же, Северная железная дорога не могла вас забыть, так как вы столько труда, честного, заслуженной работы отдали Северной железной дороге. В годы войны Леонид Иванович служил в десантных войсках действующей армии. День Победы встретил в госпитале в Венгрии. Среди наград Леонида Ивановича – Орден Славы 3-й степени, Орден Великой Отечественной войны 1-й степени, медаль за победу над Германией, множество юбилейных медалей. Влада Гришаева, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Федеральная программа формирования комфортной городской среды, уже зарекомендовавшая себя в Сосногорске в предыдущие годы, продолжает набирать все большую популярность среди жителей. В этом году в планах муниципалитета провести работы сразу на 12 дворовых территориях. Такой объем работ стал возможным благодаря подарку правительства Республики Коми на юбилей Сосногорского района – 20 миллионов рублей. Средства целевые и будут направлены на благоустройство дворов. Жителями домов, попавших в программу на этот год, уже проделана большая работа. Проведены собрания, составлены протоколы, где зафиксированы виды предстоящего благоустройства. Составлены первоначальные дизайн-проекты. Но предстоит сделать еще больше. Поэтому встречи с активистами начались уже в январе. Одними из первых к обсуждению планов благоустройства подключились жители дома 2Б по улице Лесной, 16-го дома в 5-м микрорайоне и 32-го дома по улице Советской. В нашем городе началась серия встреч с жильцами домов, которые в этом году по плану должны будут получить перечень работ по программе формирования комфортной городской среды. Жильцы активны, обсуждают свои проекты, отстаивает свои планы. Я думаю, что работа будет выполнена качественно и в срок. И все жильцы и депутаты будут проводить контроль за работами. Главная цель встреч – детально проработать окончательный вариант благоустройства. На основании первых пожеланий жильцов по планировке дворовых территорий специалисты администрации сделали запрос в ресурсоснабжающие организации и определили места расположения коммуникаций, что крайне важно учитывать при строительных работах. По опыту уже прошедших встреч понятно, что проще всего проходят обсуждения в тех домах, которые проголосовали за минимальный перечень благоустройства. Асфальтирование дворовой территории, освещение, установка скамеек. Напомним, работы из этого минимального по условиям программы перечня являются абсолютно бесплатными для жильцов. Именно такой вариант благоустройства выбрали жильцы 16-го дома в 5-м микрорайоне и 32-го по улице Советской. А вот жители дома номер 2Б по Лесной решили благоустроить свой двор, что называется, по полной. В первоначальных планах дома прописано и оборудование автомобильной парковки, и установка опор со светодиодными лампами для освещения места стоянки автомобилей, и озеленение, обустройство дождевых канализаций и снос ненужных хозпостроек, а также установка 2 контейнерных площадок. Все эти мероприятия по условиям программы входят в так называемый дополнительный перечень мероприятий. А значит, предполагаются финансирование жителей в размере не более 5% от общей стоимости работ. Средства собственников в случае их согласия с перечнем работ аккумулируются на счет дома и направляются в безналичном виде. Как поясняет профильное министерство, собственникам не стоит затягивать сбор средств, ведь сроки реализации программы четко определены в действующем законодательстве. В случае, если собственники не смогут договориться о необходимости оплаты работ из дополнительного перечня, то на их территории будут выполнены работы только из минимального перечня. Кроме этого, планируемое благоустройство в обязательном порядке должно соответствовать действующим правилам и нормам. Парковка во весь двор, такая желанная для автолюбителей, может стать страшным сном для пешеходов. Искать компромиссы не надо. Все нормы уже прописаны в действующих санпинах.
Рассмотрев ваш материал, который вы предлагаете сегодня на рассмотрение, к сожалению, невозможно согласиться с данным планировочным решением, так как есть у нас санитарные правила и нормы, вы, наверное, в курсе, вы, смотрю, тут привезли, достали. То есть при организации такого асфальтирования, такого замощения, расстояние от вашего дома должно быть как минимум 25 метров. Напомню, программа действует на территории Сосногорского района с 2017 года. Тогда заявки на включение в программу поступили от 20 дворовых территорий. Около половины из них уже отремонтировано в течение 2 лет. Оставшиеся планируется исполнить этим летом. Это значит, что совсем скоро начнется прием новых заявок. Влада Гришаева, Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.